Кому помогает содействие и чем занимаются ребята в стенах ритма? Зачем нужны иконы и что такое торжество православия? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. Синдром Дауна – самое распространенное врожденное заболевание. Но несмотря на то, что люди с синдромом Дауна испытывают некоторые задержки в развитии, они обладают многими талантами, свойственными обычному человеку. Качественные образовательные программы, хорошее медицинское обслуживание и позитивная поддержка со стороны семьи, друзей и общества позволяют таким людям вести полноценную и продуктивную жизнь. 16 марта в Уфе открылся Центр полезной дневной занятости для инвалидов «Ритм». Он расположен в доме номер 9 на улице Парковой и предусмотрен для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас замечательный праздник у нашей региональной общественной организации «Содействие». Открылся первый Центр полезной дневной занятости «Ритм» для инвалидов в городе Уфе. Этот центр первый в Республике Башкортостан. Центр находится на первом этаже жилого дома. 160 квадратных метров нам город выделил на безвозмездной аренде. И в течение 7 месяцев здесь проводились строительно-ремонтные работы. Мы закупали оборудование, оснастили необходимым инвентарем. В нашем центре работают замечательные мастера. Они профессионалы своего дела, умеют работать с молодыми людьми с инвалидностью. В центре созданы все условия для реабилитации молодых людей. Работают кружки декоративно-прикладного творчества, швейного мастерства, гончарного дела, оборудованный учебный класс, комната для проживания, прачечная, комната для мастеров и кухня. Наши ребята, люди с ментальной инвалидностью, они проходят свой путь. Кто-то обучается в школе, кто-то находится на домашнем обучении. Но потом эта жизнь школьная, интересная, классная, она заканчивается. И начинаются какие-то взрослые будни. После 18 лет, когда ребята заканчивают школу, они зачастую не могут найти себе работу на открытом рынке труда. Но это не значит, что их жизнь активная должна остановиться. Мы просто должны помочь им сделать что-то другое. И вот это другое называется полезной дневной занятостью, по-другому сопровождаемым трудоустройством, поддерживаемым трудоустройством. То есть мы поддерживаем этих ребят в их стремлении стать полезными взрослыми. Все люди с синдромом Дауна должны иметь возможность жить полноценной жизнью, включаясь в полной мере и наравне с другими во все аспекты жизни общества. В нашем центре всего будет находиться 20 ребят. Да, это немного, но уже 20 ребят будут жить полезной, активной жизнью, социализированы. Уже 20 семей, мамы или папы, родители или близкие смогут выйти на работу или заняться своей личной жизнью. Они сюда будут приходить каждый день. Не тот самый кружковый момент, когда 2 раза в неделю что-то сделал, ушел, похвалился, а каждый день, возможно, много лет, они здесь будут работать и что-то производить интересное. Всего 20 ребят, но у нас будут открыты еще центры. У нас анонсировано открытие 30 центров полезной дневной занятости для ребят по всей республике. И я надеюсь, что те, кто будет это открывать, сначала приедут к нам, посмотрят, как правильно должно быть все устроено, как вкусно должно быть все это устроено, и сделают то же самое. В центре юноши осваивают гончарное дело. Из глины создают оригинальные поделки. Гончарная мастерская оснащена всем необходимым. Здесь есть и гончарный круг, и печь для обжига созданных шедевров. Вот ребята у нас сегодня лепят. Что мы лепим? Рыбок, да? Да, тренируем мелкую моторику, лепим маленькие шарики, чтобы они привыкли работать с материалом, почувствовали. То есть у кого-то большие получаются, мы их уменьшаем размеры деталей. Вот. И в итоге должны получиться красивые рыбки. Так, это у нас Рустам, да? Да, ему 29 лет. Да, 29 лет. Что еще? Очень талантливые, перспективные ребята, то есть весь потенциал
Да, вот и лепим. Это у нас Дима, 24 года, да? 23. 23? Да. Это у нас Глеб, 18 лет, да? Наша мастерская оборудована самым, так скажем, профессиональным оборудованием. Это гончарный круг и муфельная печь. Там она стоит. Сначала мы лепим изделия, сушим, потом обжигаем. Это обязательный процесс керамики, чтобы материал стал твердым, обжегся, чтобы могло дальше служить людям. Материалы тоже безопасные. Посуду можно будет потом использовать в быту. Можно будет кушать из них и как-то как надо можно использовать. Вот. В итоге получается, вот сегодня у нас получились вот такие вот красивые рыбки. Девушки познают азы швейного мастерства. Одни старательно и аккуратно делают стежки и подшивают полотенца и салфетки. Другие утюжат уже готовую продукцию. Здесь работают девочки, девушки. Они у нас все окончившие школу. Сюда они приходят в центр занятости для того, чтобы освоить азы швейного дела. Они молодцы. Мы с ними начали работать всего-навсего неделю. Как? И за неделю у нас уже есть очень хорошие результаты. Девочки усидчивые, очень терпеливые. Работу свою выполняют аккуратно, добросовестно. Впоследствии планируем выполнять на заказ, например, такие вещи, как вот полотенца. Это девочки сделали сами, самостоятельно. Я пока их направляю, конечно, помогаю, но впоследствии они будут целиком и полностью делать это сами. В планах у нас вот такие комплименты. Ну, для примера, вот такой комплимент привезен из Турции. То есть это саше с ароматными травами. А мы предлагаем вот такой, допустим, наш вариант саше. Здесь находятся наши башкирские травы. И оформлять мы будем в своем национальном стиле. И надеемся, что с каким-то из отелей заключим договор, и вот эти вещи тоже будут востребованы. То есть наша задача детей не только научить работать, но и научить зарабатывать. Катюш, расскажешь, что ты сделала, что ты умеешь делать и что ты уже сшила? Вот расскажи, пожалуйста, нам. Так, для кого ты это сделала? Для мамы. Для мамы. Это она сама сшила. Угу. Так, все. Катюш, сколько тебе лет? Расскажи нам. 19. Она последний год учится в школе, заканчивает школу и ходит к нам в центр. Вообще дети очень активные. Помимо нашего центра они посещают еще много кружков. В театральной студии многие занимаются. Да, то есть для них это очень важные моменты – выходить в социум, общаться. Они с удовольствием сюда приходят. Ой, СУ тоже очень хорошо получается. Она у нас тоже очень трудолюбивая девочка, аккуратная. Самостоятельно уже выполняет многие работы. Я люблю делать, шить. Мне нравится тут быть. С удовольствием сюда приходишь, да? И я хочу быть мастером по швее. Мастером швейного дела. Вот какая молодец, да. Так, это Виталина у нас тоже с удовольствием работает с нами. Она пришла чуть попозже к нам, но очень хорошо влилась, быстро влилась в наш коллектив, да, Виталиночка? Да. Теперь уже приходит с удовольствием, раскрывает широко ручки для объятий и очень хорошо работает. Что-нибудь расскажешь о себе? Сколько тебе лет, расскажи? Ну, 18 лет уже. Умею шить шашлыки, носки ранжевые, сумку, кофту я шью. Это наша Анечка. Да, меня зовут Анна Малых, а мне лет 19, я закончила школу обычную и музыкальную. На скрипке и на фортепиано. Еще я хожу то есть ходила в центр содействия, теперь я хожу в НУР. Я знаю, есть такой спектакль «Питер Пэн». Сами написали современный сценарий, и по этому сценарию мы готовим спектакль. Хореография, вокал, искусство речи и театральные сами занятия. Она очень разносторонняя девочка, очень много знает.
и с ней интересно побеседовать. Она молодец у нас. Поэтому действительно пока еще выбор профессии за ней, да, Анита? Также ребята с удовольствием занимаются в кружке декоративно-прикладного искусства. Здесь мы стараемся с ребятами работать для души. Именно работать, хочу подчеркнуть, потому что мы делаем сувениры. Сувениры могут быть разные. В данный момент наши ребята делают свечи. Свечи очень красивые, декоративные получаются. На любой праздник можно подарить. А также мы работаем с натуральными материалами. Очень любим лен, джут. Работает, детки получают. Даже не дети, это у нас взрослые ребята уже получают удовольствие. И вместе с тем у нас производим товар. Конкурентоспособный товар. Индивидуальный. Я бы сказала, дизайнерский. Вот такие замечательные свечи у нас изготавливают ребята своими руками. Также у нас замечательно получаются вот такие вот шары, елочные шарики. Посмотрите, каждый шар индивидуален. Поэтому я смело могу сказать, что наши ребята пойдут вперед далеко. Вот, смотрите, очень красивые декоративные шары. Новогодние игрушки всегда будут украшать елочки. У нас очень много еще планов впереди. Мы будем делать аксессуары для свадебных агентств. Это тоже у нас в планах, но я думаю, что наши дети это осилят. Ребята очень выносливые, молодцы, хорошо работают. Вышивка, кожаные изделия, броши. То есть все мы будем с ними делать. У них все получается. Кухня оснащена всем необходимым, где можно приготовить и холодные, и горячие блюда. Здесь ребята не только кушают, но и учатся самостоятельно готовить себе еду. Это мой помощник Ленар. Мы сейчас с ним будем готовить борщ. Очень полезный и вкусный суп. Ребята все его очень любят. Поэтому мы сейчас будем учиться борщ готовить. Да. Так, давай. Вытираем морковь через терку. Для борща мы, значит, берем морковь. Да, Ленар? Угу. Картошку, свеклу, капусту. Лук мы уже накрошили. Значит, на сковороде мы пассируем лук, морковь, свеклу с томатной пастой. А капусту и картошку будем варить в бульоне, потом добавим нашу пассировку. Я буду Ленару подсказывать. Ленар у нас уже 5-й или 6-й раз в учебной квартире, поэтому у него уже все очень хорошо получается. С ним можно готовить любые блюда. Да, Ленар? Ага. И все ребята очень любят, особенно на кухне, проводить время. Любят, когда их ставят дежурными, потому что ребятам, на кухне готовить всегда нравится. Каждый день по очереди они дежурят на кухне. Дежурный по кухне, помогает готовить, моет посуду. Это у нас, можно сказать, обучающая доска. У нас в заезде бывают неговорящие подростки, и чтобы с ними, чтобы им как-то объяснять, мы используем такие карточки, называются пиктограммы. То есть, например, завтрак, то мы будем готовить завтрак. Что будем? Бутерброд, например. Для бутерброда что нужно? Батон, колбаса, там сыр или масло дальше. Например, на обед то же самое, ужин. Что нужно к ужину? Столовые приборы. Например, на чем будем готовить ужин? Например, сковородка или кастрюля. И еще перед началом готовки, например, взять рецепт и посмотреть, что нам для этого нужно. И готовить, например. Приготовили, накрыли на стол. И, например, ребенок может даже говорить «да» или «нет». Или, например, я могу сказать «можно» или «нельзя». Вот такая вот доска. Существует множество стереотипов, связанных с синдромом Дауна. В России часто даунами называют просто глупых людей. Но люди с синдромом Дауна такие же талантливые, как и обычные дети. Также в центре с ребятами занимаются психологи, которые очень кропотливо и внимательно изучают характеры и способности детей, чтобы потом помочь им облегчить их жизнь. Это у нас комната, где проводится профтестирование. То есть наше профтестирование, получается, направлено по проектированию детей и взрослых. У нас здесь сидят
дети разные, получается. Павел сидит, вот он, и Артур, да. Прежде всего, профтестирование заключается в том, что есть дети говорящие, есть дети не говорящие. Если дети говорящие, как бы, они полегче, и с ними можно как бы переговорить и узнать дальнейшую их направленность, дальнейшую профессию, то есть развитие. Если же детки не говорящие, то с помощью вот этой игры, которую разработала Ульяна Назарова, как бы мы определяем и смотрим больше, куда предрасположен ребенок, то есть какой в дальнейшем практике. Потому что как бы часто родители, когда детям исполняется 18 лет, задумываются, да, куда идти детям с ограниченными возможностями здоровья. И в этом случае как бы мы помогаем, смотрим, тестируем и уже направляем. Вначале мы высчитываем это все на бумаге, то есть я могу, я хочу, я знаю, да. Затем уже мы по точкам их расставляем. И тут уже как бы в целом вот это все занимает около часа, если тестировать ребенка. Но мы как бы немножко сократили и уже конкретно распределили по направленности и по точкам, чтобы показать ребенку, как куда он предрасположен. С помощью этой игры мы проводим более направленность, смотрим деятельность, сферу и то, что ребенку нравится больше всего. Попробуем, поиграем? Артур, попробуем? Давай. Давайте вот эти мы уберем. И начнем, да? Педагоги стараются раскрыть каждого ребенка, узнать таланты и их сильные стороны в игровой форме. Из-за ментальных нарушений многие не могут рассказать или выразить то, что творится у них внутри. У меня такая дочь, ее зовут Настя. Она правда Настя. Это ее особенность, их называют солнечными ребятами, потому что они действительно очень светлые. Они бескорыстные, они беззлобные. Они могут сердиться, когда они сами что-то не понимают, или кто-то их не понимает. Или когда-то что-то очень быстро происходит, они не успевают догнать. Они, наверное, правда с другой планеты, потому что у них примерно одинаковая походка, значит, Земля им не подходит, гравитация Земли чуть-чуть другая. У них немножечко есть дефект речи, может быть, у них совершенно для коммуникации другой аппарат. Зачастую есть не говорящие, но все равно понимающие. Вы знаете, они любят обниматься. Мы сначала думали, что это как-то, наверное, не очень хорошо. Но, тем не менее, мы понимаем, что если эти люди не знают человека, они подойдут, обнимут, отсканируют, все поймут. И я точно знаю, что к плохим людям они не пойдут, а к хорошим, от хороших уже не отцепятся. Ребята с синдромом Дауна часто улыбаются и смеются, излучают добро и теплоту. Они открыты и доверчивы. Видимо, именно жизнерадостность, дружелюбность и открытость миру помогают ребятам достигать своих маленьких и больших побед. Солнечные дети учат нас любить. Они сами всех любят. И стать особенным родителем – это, наверное, очень удивительная судьба. У каждого свой путь к Богу. Но обретая такого ребенка, этот путь становится светлее. И я думаю, что никто не должен бояться никакой судьбы, потому что нам очень хорошо вместе. Люди с синдромом Дауна особенные, но благодаря современным программам реабилитации детей и взрослых они становятся полноправными членами общества, и в этом, конечно, им помогает центр «Ритм», где мастера с любовью и вниманием обучают ребят всему необходимому для их самостоятельной жизни. Наш центр мы назвали «Ритм». Здесь много смысла. Во-первых, каждый движется в своем ритме. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все должны быть полезными, все должны понять свою успешность. Ритм родился не сразу. Мы писали проект. Мы не коммерческая организация, у нас нет никаких доходов, мы должны привлечь эти средства. И сложилась такая история, что иное название этой деятельности и этих центров полезной дневной занятости – интеграционные мастерские. И здесь у нас было развитие интеграционных трудовых мастерских. Так назывался проект. Но потом мы подумали, что интеграционные трудовые мастерские, они могут быть по всей республике. И сейчас у нас может быть республиканские интеграционные трудовые мастерские. Возможно, это наше будущее.
Но пока мы движемся в своем ритме. Как можем, так и идем. Сегодня у православного народа завершается первая неделя Великого Поста, который подготавливает верующих к светлому Христову воскресению. Сегодня особый день – день торжества православия. Этот праздник отмечают ежегодно по окончании первой недели Великого Поста. Он создан в память о том дне, когда православная церковь отвоевала право почитания икон и навсегда покончила с ересью иконоборчества. История праздника такова. Основанное на Святом Писании и не подлежащее изменениям учение о почитании икон зародилось вместе с первыми христианами. Оно было неотъемлемой частью служения Богу вплоть до VIII века, пока в Греции не начала свое развитие ересь иконоборчества. Идея о том, что изображения святых отражают идолопоклонничество, быстро разрослась и распространилась по разным странам и заставила православную церковь пережить невиданные ранее гонения. В храмах не было икон, а истинно верующие люди отвоевывали право на создание изображений Иисуса Христа и Девы Марии и возможность молиться перед ними. В течение более чем 100 лет христиане переживали лишения. Мощи святых и иконы изымались и предавались огню. Люди под страхом смерти спасали предметы почитания. Пойманных сажали в темницы или казнили. Особое влияние на установившуюся ситуацию оказывала развернувшаяся гражданская война Византии. Во время властвования императрицы Ирины на Седьмом Вселенском соборе в 787 году отцами церкви было установлено решение о восстановлении почитания икон. Противостояние христиан и иконоборцев начало терять силу, но вспышки враждебности все еще происходили, не давая конфликту сойти на нет. Иконы не вернулись на положенные места, и люди все еще были в страхе. Изменения возникли только после смерти императора Феофила 20 января 842 года и прихода к власти его жены, святой императрицы Феодоры, которая была истинной христианкой и отрицала иконоборческие взгляды мужа еще при его жизни. Перед смертью император Феофил отказался от своих убеждений. Верующих освободили из заточения и восстановили в должностях. В 843 году, в конце первой недели Великого Поста, императрица объявила иконоборчество ересью и провозгласила возвращение иконопочитания. После торжественной части в соборе люди вышли на улицу, держа в руках иконы. Они шли вслед за императрицей, которая провела их по улицам Константинополя. После крестного хода иконы были возвращены на места в храмах и церквях, над воротами городов и дверьми домов. Приверженцам иконоборчества было сделано предложение принять почитание икон, либо оставить служение церкви. Победа дала церкви право нести людям истинную веру и очищение, наставлять человека на правильный путь и действовать, следуя издревле устоявшимся предписаниям.